Во-первых, почему нас называют маргиналами? Я вот сейчас не говорю оппозицию, почему оппозицию называют маргиналами. Вообще вся наша политическая элита. Почему маргинальная? Во-первых, друзья мои, я хочу вам всем напомнить, что оппозиционное движение Абхазии, защищавшее национальные интересы своего народа, вот уже называли маргиналами. И это было во времена правления Хаджиба, может, кто забыл. Тогда Сурков и его команда по прямой поддержке и равнодушном отношении, молчании других политических сил Абхазии в маргинальности обвиняли политическую партию Айнар. Вспомните, такое уже было. Айнар боролся в одиночку с соглашением о информационно-координационном центре МВД, соглашением о ОГВ, это объединенная группировка войск, соглашением о продаже жилой недвижимости иностранным гражданам, с кабальными для абхазского народа лицензионными условиями по добыче нефти. Вспомните, тогда маргиналами был Айнар. И все партии Абхазии, которые провластны, такие оппозиционные, это устраивало. Тогда все молча наблюдали, как множество сурковских информационных ресурсов обливали информационной грязью любые попытки нашего народа противостоять инициативам, не отвечающих интересам Абхазии. Тогда, честно говоря, никого из вас и видно не было на митингах и протестах по этим вопросам. Я уже не говорю об Амцахаре, которая откровенно призналась, что защищать свои интересы не политкорректно в этот период. И это тоже было. Теперь вдруг всем это стало обидно, быть маргиналами. То, что посол России называет абхазскую оппозицию маргиналами, это вина всех нас, всей абхазской политической элиты. Мы придумали политическую игру с нулевой суммой, когда пришедшие к власти силы забирают все и лишают проигравших какого-либо влияния на общественно-политическую ситуацию в стране. Мы, по сути, сами делаем друг друга политическими маргиналами. Откройте учебники, учите матчасть. Находясь у власти, мы не проявляем уважения к другому мнению. Мы не прислушиваемся к позиции других. Мы ездим и отбиваем пороги в Москве, если вы забыли, чтобы очернить своих политических конкурентов, обвинить их и обелить себя, придумываем ярлыки друг другу, забывая, что мы все представляем один народ и одну страну. Нас, всю политическую элиту страны, никто в Москве не уважает, потому что мы сами не уважаем себя тут. То, что посол России неожиданно выразил это отношение, я не удивлен. Мы, как абхазская политическая элита, этого заслуживаем. Но что мне не нравится, что посол России должен был понимать, на мой взгляд, что за этой элитой, какой бы она ни была, стоит абхазский народ. Посол России может не уважать абхазскую политическую элиту, но проявлять неуважение к народу, который за этих политиков голосует, который эту элиту поддерживает, ему никто права не давал. Это прямое оскорбление народа Абхазии. И если это не является частью официальной внешней политики Российской Федерации по отношению к Абхазии, посол должен ответить за свои действия. Это мое личное мнение. Что касается реакции наших властей, то я, честно говоря, ее не жду и никому не советую. Во-первых, Амцахара и находившиеся около нее все эти политические движения, партии всегда избегали какого-либо конфликта с Москвой в вопросах защиты национальных интересов. Они либо молча наблюдали со стороны, либо тихо поддакивали. Во-вторых, на мой взгляд, такое развязанное поведение посла отчасти продиктовано поведением действующей власти, ее стремлением поделиться всем и со всеми, кто готов принести деньги. Был бы сегодня президентом Владислав Ардзенба, такого посол себе не позволил бы. А если и позволил бы, уже, наверное, собирал бы чемоданы. Какой вывод из всего этого? Вывод, по сути, один. Политическая элита наша, она представляет сегодня наш народ, и надо всегда об этом помнить. Надо сохранять, на мой взгляд, достоинство. Надо иметь немного гордости за свой народ и его историю. Надо придерживаться принципов. Надо уважать своих, какие бы они ни были. Надо быть единым целым. Тогда вас будут уважать. И это уважение будет проецироваться на наш народ, который, если честно, не заслужил того, чтобы его каким-то образом кто-то оскорблял.